Здравствуйте! В эфире новости на телеканале АТВ. Главные новости дня. Борьба с курением в общественных местах. Спасение утопающих. Недостроенные здания представляют опасность. В память Штефана Челмари. Курение является серьезной проблемой для общества. Бороться с ней решили в более глобальном масштабе. В Молдове приняли закон о курении, согласно которому курение в общественных местах запрещается. Наша съемочная группа провела опрос для того, чтобы узнать мнение людей по поводу данной проблемы. О том, как они высказались, смотрите в нашем сюжете. Проблема курения остается актуальной во все времена. Многие не раз задумывались, как бороться с этим негативным явлением. Но к большому эффекту, к сожалению, это не приводило. Мы не можем запретить курение, но отгородить некурящих и сохранить их здоровье нам под силу. В Молдове с такой проблемой будут бороться на государственном уровне. 31 мая вступил в силу закон о курении, согласно которому курение в общественных местах запрещается. Мы решили узнать, информировано ли население о новом законе и какое у них отношение к курению. И вот их мнение. То, что курить вредно, мне кажется, это все знают и всем это доступно. Достаточно и рекламы везде, даже на тех же пачках сигарет везде написано, кажется, даже не на одном языке, на государственном и на русском языке написано, что курение опасно для здоровья. Это очень хорошо отразится на здоровье, это нормально отразится, но не думаю, что это будет, как сказать, проблемой для курильщиков. Они смогут курить это в других местах, но не в общественных. А для остальных людей, это и для детей, это, конечно же, лучше, потому что дети не будут дышать этим никотином. В общественных местах курить не надо. Курение вообще категорически надо запретить молодежи и старым людям, и всем. Это вредно для людей, для здоровья. Курить нельзя, это хорошо, конечно. Но я сам тоже курю, но не знаю. Кто курит, ему плохо, по-моему. А мне, если спрашиваете, хорошо, конечно. Почему плохо, почему нет? Я положительно к этому отношусь и против того, чтобы курили рядом с моей женой, с моими детьми. Это плохо, курильщик не только себя отравляет, но и, конечно, других людей, окружающих. Это хорошо, что приняли такой закон. Я считаю, что все правильно сделали. Давно нужно было это начать. Наш народ распустился полностью. Он стал курить в общественных местах, где дети, где беременные. И я считаю, что это неправильно. Не нужно курить в таких местах. Слышал про штрафы, которые будут причитываться за это нарушение. Но я частично согласен с этим, но наше правительство стремится в Европу и старается делать как в Европе, но они не все правильно делают. Например, в той же Европе, когда запрещают курение в общественных местах, они для начала открывают места для курения, а потом запрещают. А у нас все, как обычно, вверх тормашками. О влиянии курения на здоровье человека и о методах борьбы с ним высказался примар муниципия Камрад Сергей Анастасов. Прекрасный закон. Немножко перебор, по-моему, со штрафными санкциями. От 1000 до 3000 лей. Думаю, что штраф должен был быть от 300 до 700 лей. Это был бы более нормальный, адекватный к тем заработным платам, которые у нас есть в нашей стране. Поэтому здесь я вижу минус его. А так, в принципе, закон очень хороший, потому что часто мы даже на стадионе бегаем, футбол, там курят люди, и чувствуется вот этот весь запах. И все эти нормы, которые сегодня внедрены, они имеют место. Чтобы не курить, конечно, люди должны именно заниматься спортом, потому что пробежав 5-6 километров, вам даже не потянет курить. Поэтому сегодня у нас организовываются и футбольные матчи. У нас сейчас также будет организован футбольный матч для любителей футбола. А так для курения надо, конечно, немножко поработать и по части именно вывесок, там, где вы, проходя, смотрите, во что ваши легкие превращаются на картиночке или куда ведет ваш метод курения, в какую дорогу. Проведенный съемочной группой телеканала АТВ опрос показал, что люди негативно относятся к курению, а к принятию нового закона относятся одобрительно. Мы можем и должны бороться с такой проблемой. Только от нас зависит здоровье наших детей. Ведь стране нужно здоровое общество, и судьба подрастающего поколения в наших с вами руках.
Низкие заработные платы, маленькие пенсии – это, пожалуй, наиболее встречаемые проблемы в различных районах нашей страны. Такая проблема не обошла стороной и Тараклию. В каждом населенном пункте Тараклийского района работает совет ветеранов, где можно высказаться о своих проблемах. Подробнее об этом далее. В каждом населенном пункте Тараклийского района работает совет ветеранов. Сейчас это, наверное, единственная возможность для тех, кто прожил и проработал в этой стране, собраться, рассказать о своих проблемах и попробовать вместе сообща решить их. Вместе с органами местной власти, руководителями организаций они пытаются всевозможными способами скрасить свою старость. Эти деньги, которые выдают профсоюз, наверное, дают для работающих, вот, к одним учителю, к одним медикам, к одним торговым работникам. По решению этих работающих специалистов все отдают для пенсионеров. И сами руководители организации разъезжаются по всей Твардице и вручают вот этим людям, которые не могут приходить со всеми вместе бывать, эти подарки. Вот это им запоминается, вот это им нравится. И все время говорят, когда опять придете, когда опять придете. Вот такие планы на этот год. Начнем с Дня медика, потом торговый работник, потом строитель и так далее, и так далее. Десятки лет работы, исторические события закалили нынешних ветеранов. Несмотря на преклонный возраст, низкий уровень жизни, они не опускают рук. В уставе есть такая задача, значит, перед ветеранами поставлена, чтобы мы были боевыми и, значит, активную жизненную позицию занимали. Дело утопающего, спасение утопающего, дело рук самих утопающих. И в это я хочу сказать, что мы, ветераны, но несем вину, частично, конечно, за то, что мы оказались в таком положении. Свою вину в том, что они оказались в такой сложной ситуации, они считают то, что молча и безропотно принимают все невзгоды. Недостаточная поддержка со стороны государства, сокращающиеся льготы и низкие пенсии. К сожалению, у нас есть ветераны-пенсионеры, у которых пенсия ниже прожиточного минимума. Наверное, необходимо обратить внимание особенно этой категории населения. И вообще, есть просьба к Республиканскому совету ветеранов добиваться возвращения к пенсии хотя бы 1% за стаж трудовой и увеличение ежегодной компенсации на более 20%. А то мы, пожилые люди, в связи с ростом цен, склоняем свои головы все ниже и ниже. Пенсионеры считают несправедливым нынешнее отношение государства, ради блага которого они работали, выплачивая все налоги. Сколько денежек я, как говорится, заплатил государству всем? Я заплатил 150 тысяч леев за 17 лет. Это еще половина трудового стажа, который я переработал. И за это я получил вот. Так, как говорится, уважаемому, как говорится, обществу. Вот что я получил. Маломальскую поддержку, если не на государственном, то на районном уровне ветеранам труда будет оказано уже в этом году. В августе месяце, когда будет последняя смена, мы организуем одну смену ветеранов. Это 75 человек. Насколько где будут, естественно, врачи, чтобы люди могли там как-то обследоваться и так далее. Согласно статистическим данным, в Молдове сейчас более 700 тысяч пенсионеров. Для 800 тысяч официально работающих в этой стране это непосильное бремя, отмечают демографы. Госкомпания Молтелеком объявила о повышении тарифов на стационарный интернет и цифровое телевидение по технологии IPTV на 4,8% с 1 июля. Взамен Молтелеком обещают увеличить скорость доступа в интернет, учитывая технические возможности и специфику каждого абонента. Лицам, которые будут выбрасывать мусор через окно транспортных средств, грозят штрафы в размере от 600 до 1000 леев или неоплачиваемый труд в пользу общества до 60 часов. Парламент утвердил в окончательном чтении проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях, предложенный группой депутатов, передает АДВ.МД. Таким образом, будут наказываться водители и пассажиры, которые будут бросать предметы, вещества, отходы и окурки через окна транспортных средств. Кроме того, согласно предложенным поправкам, предусмотрены
наложены санкции и за посадку и высадку на ходу транспортного средства, проезд на подножках, на крыше вагона и других запрещенных местах. Вертолет службы экстренной помощи упал 2 июня у села Харагыш Кантемирского района. Румынские спасатели удачно доставили пациентку из Вулканежск-Кишинев. Ей уже оказывается медицинская помощь, сообщил главврач Вулканежской больницы Михаил Георгиев. Затем бригаду спасателей на вертолете вызвали на другой вызов в Кагул. В вертолете находился только экипаж из 4 человек. К сожалению, никто не выжил. Во время крушения при шквалистом ветре шел сильный ливень. Видимость была практически нулевая. Трагедия произошла, когда пилот пытался посадить вертолет, винт зацепил дерево. Этот вертолет был единственным в авиапарке, который не был оборудован метеорадаром, позволяющим пилоту определить, какие тучи находятся в зоне, где проходят дожди на траектории его полета. Башкан Гагаузии Ирина Влах выразила соболезнования семьям погибшим. Руководство страны возложило цветы к посольству Румынии. В Молдове 3 июня объявлен траур по погибшим в стране румынским спасателям. Турнир имени Василия Добынта, посвященный Международному дню защиты детей, проходил в Кишиневе на протяжении недели. Церемония закрытия турнира прошла 1 июня. На пьедестале победителей в категории грин-карт до 10 лет разместились только авдарминские теннисисты. Первое место у Игоря Горгалык, второе у Александра Маринова и третье у Владимира Козмалы. Также в этой категории в парном турнире абсолютным победителями стали Александр Маринов и Ева Заболотная, которая недавно начала тренироваться в теннисном клубе Авдарма. В городе Каушень существует проблема недостроенных зданий. По причине таких сооружений возможны несчастные случаи. На днях камень весом в несколько десятков килограмм упал с 3-го этажа недостроенного здания прямо на тротуар. Люди были напуганы, ведь этот груз мог упасть не на землю, а на них. Подробнее о данной проблеме смотрите наш сюжет. На днях камень весом в несколько десятков килограмм упал с 3-го этажа недостроенного здания прямо на тротуар. Я шла и даже не могла представить, что может что-то упасть на голову. Это очень опасно. Здание, принадлежащее экономическому агенту из города Каушень, уже несколько лет продается. Его строительство завершено не было. Дети используют данное строение как игровую площадку, а люди, живущие неподалеку, жалуются на беспорядок. Сюда приходят бандиты, молодежь тут развлекается. Я проходила мимо, и в меня кинули литровую бутылку, чуть не убили. Это было неделю назад. Здесь всегда ходят люди, и вполне может снова что-то упасть. Я считаю, что нужно принять какие-то меры. Есть люди, которые должны взять на себя эту ответственность. Есть примар. Примар города Каушень говорит, что владельца здания обяжут его оградить. Мы поговорим с владельцем данного здания, чтобы он оградил его и завершил работы. Авторизации выдаются на определенный срок. Может быть, у владельца сейчас нет средств для того, чтобы закончить строительство. Мы не знаем и не можем ничего сделать. Но мы поднимем вопрос о том, чтобы он предпринял все необходимые меры и оградил строение. По словам жителей города, здание необходимо укрепить, а его владельца оштрафовать. На данный момент в Каушень есть 5 строений, которые представляют угрозу для людей. В селе Самошкань района Шалденеж состоялся 3-й фестиваль, посвященный великому правителю Штефану Челмаре. Данное мероприятие проводится с 2013 года. Подробнее о его проведении на следующий сюжет. 3-й фестиваль в честь Штефана Челмаре состоялся в селе Самошкань района Шалденеж. Данное мероприятие проводится с 2013 года по предложению настоятеля церкви села Самошкань Михая Фагурел. Его идею поддержали и местная администрация, и односельчане. Мы хотели восстановить историю Республики Молдова. Штефан Челмаре был основателем монастырей и церквей. Он идеал для нас, для подрастающего поколения, для всего общества. Поэтому мы организовали день, посвященный великому воеводе, чтобы все видели, что мы гордимся его поступками. Своими действиями мы хотим послужить примером для самых маленьких, чтобы они тоже следовали за нами. Праздник начался с воспевания церковных песен. Местные жители рады тому, что это мероприятие проходит именно в их селе. Мы рады, что этот праздник проводится в нашем селе. Очень много людей пришли, но жаль, что не со всего района. Хотелось бы, чтобы сюда приходили из других сел и церквей.
Мы благодарим настоятеля нашей церкви, который может и который организовал данный праздник уже в 3-й раз. Поддержать самошканцев приехал фольклорный ансамбль «Датина» из села Олешкань. Члены коллектива исполнили ряд пасхальных песен, а ученики местной гимназии порадовали зрителей театральной постановкой о жизни Штефана Чалмари. Даниил Банарь уже 3-й год подряд исполняет роль великого воеводы. Юноша говорит, что для него это огромная честь. Очень приятно быть в роли Штефана Чалмари. За свои великие поступки он заслуживает того, чтобы потомки ставили о нем спектакли. Он построил много церквей, реставрировал крепости. Жаль, что у нас осталась только Сорокская. Но мы храним о нем память, ведь он достоин воспевания. Мероприятие посетили гости из соседних сел, представители религиозных культов и районного совета. В ходе мероприятия были высказаны слова благодарности всем жителям Самошкань, которые участвовали в его организации, а также всем присутствующим за то, что они пришли на праздник, посвященный Штефану Чалмари. Это были все новости на сегодня. В студии работала Елена Челак. Больше наших новостей вы можете посмотреть на нашем новостном сайте atv.md. До встречи в эфире.